Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши, надеюсь, завершающие вывозы спасенных ранее собачуль. Хотелось бы не загадывать, конечно, а просто мечтается об отдыхе. Ну, пока отдых, в кавычках, вот такой. Из прошлых роликов прилетели у нас щенулька по имени Джульетта, рожденная и спасенная, как мы видим, под счастливой звездой. Так, и кто у нас приехал? Кто у нас приехал? Рассказывай, Джулька. Боже, неземной красоты, неземной. Описилась. Мы описались. Дядя Роман, мы описались. Мы очень хорошие, терпели, немножко поописали. Ты сладкий, ты слишком сладкий, пушистый. Ой, какой нежный, невесомый. Такой хорошенький. Ой, как хорошо, что ты, мой сладкий, приехал. Приездом тебя. Теперь ты будешь Машкович. Так дай-ка я тебя на рученьки возьму, ладно? Давай. Будешь спускаться вниз? Пошли в другую клетку сухую. Пойдем в сухую клеточку. Вот какие мы девочки-припевочки. Без меня, пожалуйста, без меня. Без меня, какой хороший. Ой, какой хороший, смотрите. Какой хороший. Ой, какой хороший. Он такой хороший девочка. Это кукольная собака. Ой, какая кукольная. Ой, какая девочка. Ой, какое чудо! Ой, какое чудо! Да ты за игрушка! Ты тебе маленькая игрушка! Ты хороший! Да ты за золотой! Цветы любят, да? Ой, девочки. Конечно, все девочки любят цветочки. Это горькая мать-мачеха. Ой, какой золотой! Вот какой золотой! Прилетела она сразу в семью Галины. Очередь на нее не выстроилась, несмотря на то, что это удивительный пушистый комок счастья. Покажите мордочку мне. Вот, девочка Джульетта. Все, дальше поедем. Только прилетела из порта. Вот. Так, значит, вот у нас корм купили по дороге. Держите. Вот такой от 2 до 12 средних размеров. Пеленки, что были. Это паспорт надо тут отдать. И вот малышка. Ой, ну что, красавица? Опять Слушайте, он вас, видите, как признал-то? Хам-хам-хам. Хам-хам-хам-хам-хам-хам. Покусаю, вот здесь покусаю. Вот здесь покусаю, вот здесь. Покусаю я тебя покусаю. Может, ему консерву давайте я открою, а? Может, будет он... А? Сейчас, подождите. Пусть понюхает везде. Так, место шикарное. Я бы сам бы и поспал бы там на коврике. Вид офигительный. Может, что... Так что вот смотрите, он голодный не будет. У меня вот, видите, мясо идет. То, что у меня продукты... И мясо, и все. Давай, да что это? И все дела. Может, вместо собаки я приеду. Спасибо Галине, несмотря на многочасовую свою работу, будет пытаться находить время и для щенка тоже. Не оставлять же на погибель в Якутске этого малыша. Вот так нелегко и непросто находятся добрые люди. Друзья, хочу напомнить вам о спасении щенков год назад. Их было 6, и их мамка. Вот посмотрите, какими они были и какими стали. Да, они живы и никому не нужные. Один-то пристраивается с большим трудом, а тут 6. Теперь они привитые, стерилизованные, здоровые. За год никому так и не стали нужными. Не раз я о них вам рассказывала. Ситуация патовая. Они кушать хотят всегда, а мы помним только в день выхода ролика и снова забываем. Долги за них растут, и куратор захлебывается в долгах и в отсутствии корма. Помогите, пожалуйста. И никто не будет их держать, если нет корма, если нечем платить зарплату за их содержание, за их уход. Друзья, без вас я не справлюсь. Любое животное, приехавшее, прилетевшее ранее, быстро забывается. И это остается болью куратора. Куратор не знает, как выжить с таким количеством собак. Грей, ай ты Грей,
Ай, ты игрушка. Ах ты игрушка-то моя. Ты игрушка. Ганс, ну ты хороший у меня, хороший. Ты говоришь, тебя поснимать надо, да? Каспер, вот, Лолочка, Лорочка. Ай, вы мои. Гансика надо гладить. Да, ты у меня главный. Вот Лорочка, это Лолочка. Перепутала вас, да? Гансик. Это Полюшка спряталась там. Вот они, залезли. Ну и прилетела коротколапая, пушистая девчушка-красавица из сгоревшего барака, чудом выжившая и не отловленная отловом города Якутска. О ней я тоже рассказывала в прошлом ролике. Забрала я ее, понимая, что такая небольшая и красивая, надеюсь, отреагирует на нее хотя бы Европа. Прилетела. Очень приглашаю своих подписчиков принять участие в ее жизни, а назвали мы ее Шерри. Присоединяйтесь, друзья, пожалуйста. Помощь ваша очень и очень актуальна. Так, как мы тебя назовем, мою девочку? Да ты же прекрасная. Какая же ты нежная, не дикая, хорошенькая. Заинька, тебе надо помыть, вся в паклях. Она домашняя была, да? Была, да. Потом Пошла, выкинула. покакала. Правда, что ли? Какая умница. Она в переноске ничего не сделала. Все, Подожди, сейчас. все значит, только в травушку, да? Муравушку. Ой, какая умница. Девчушка спокойная, скромная, не задиристая, не избалованная вниманием, дважды привитая и уже стерилизованная, готова к пристройству. Осталось только навести марафет, помыться, причесаться и смыть прошлую жизнь. А может, кому из вас приглянется, пишите на WhatsApp. Друзья, я не могу даже в страшном сне представить, как мы будем выживать летом. Проблемы не заканчиваются. Самое страшное, что собак местные наши россияне не разбирают. У всех все есть. Для чего спасали? Вопрос открытый. Понятно, чтобы не убили. А что дальше? Вот они, неубитые, спасенные, и все на моей ответственности. Особенно зимой. Нам всем их особенно жалко. Но за зиму мы так устаем жалеть, устаем от жутких негативных постов, и мороз минус 50 подстегивал спасать. А в последний год подстегивал спасать не только мороз, но и принятые законы об эвтаназии. Это подстегивало вдвойне. Спасали. Молодцы те волонтеры и каналы, которые мужественно проходили и не спасали. В принципе, десятками не спасал никогда и никто. Десятками. Поэтому у них как было 50-70, так и осталось. Ну а как буду выживать с ними я? Остается, видимо, за кадром. Но знаю, что только ленивый не скажет мне или за моей спиной, зачем нас спасала. Я аплодирую тем, кто проходил мимо и не спасал ни по 5, ни по 10, ни в неделю, ни в месяц. А теперь я должна находить слова, как быть убедительной, как напоминать от ролика к ролику. Одно и то же. Мы кушать хотим. И второй лозунг. За бесплатно их держать не будут. Даже в муниципальных приютах платят зарплату. Только туда собак из других регионов не пристроишь, в эту их тюрьму. А уж что говорить о передержках, которые изначально не обещали и не подписывались стоять с протянутой рукой передо мной и просить на хлеб. Они под это не подписывались. Тогда зачем спасали и зачем я им привезла?